Котлама с мясом. Котлама с мясом. Рулет по-татарски. Для приготовления рулета берется мясо и пресное тесто, которое замешивается на подсоленном молоке с яйцами и маслом. Тесто раскатать так же, как для лапши, разрезать полосками длиной 25-30 и шириной 20 см. Говядину отделить от костей, сухожилий и пленки, мелко нарезать, пропустить через мясорубку, добавить нашинкованный репчатый лук, еще раз пропустить через мясорубку, положить соль, перец. Если фарш получился густым, добавить немного молока, остуженного бульона или кипяченой воды и все вместе хорошо перемешать до однородной массы. Мясо можно не прокручивать через мясорубку, а мелкие нарубить, добавляя репчатый лук, соль и перец. Таким образом получается пельменный фарш. Приготовленную начинку положить на тесто слоем 1-1,5 см, отступив от края на 1,5-2 см, и свернуть рулетом. Края рулета залепить тестом, чтобы не вытекал мясной сок. Маленький вам перерывчик. На ангелочков полюбуйтесь. Готовый рулет уложить в сито и поставить на кастрюлю с кипящей водой. Причем вода не должна касаться сита. Сито закрыть крышкой и рулет варить на пару. Можно варить рулет и в сковородке. Для этого в глубокую сковороду налить до половины воды, уложить рулет, закрыть другой сковородкой и посадить в протопленную печь. Готовый рулет уложить под помасленную сковородку, смазать вверх маслом, подержать в печи или духовке. Затем рулет нарезать кусками толщиной в 3 см, залить распущенным сливочным маслом и подать на стол. Тесто 100-150 граммов, мясо мякоть 75-100 граммов, лука репчатого 25-30 граммов, соль и перец по вкусу. Перемячь, то есть. Перемячь. Из дрожжевого или пресного теста сделать шарики весом по 50 граммов. Обвалять в муке и раскатать из них лепешки. На середину лепешки положить фарш и примять. Затем приподнять края теста и собрать красивую сборку. В середине перемяча должно оставаться отверстие. Перемячи обжаривают сначала отверстие вниз в полуфритюре, затем, как зарумянится, переворачивают отверстием вверх. Готовые перемячи должны быть светло-коричневого цвета круглой приплюснутой формы. Перемячи подаются горячими, их едят с бульоном, соусом южный, с катыком. Перемячи можно делать мелкими. В этом случае продукт надо брать наполовину меньше. Приготовление фарша. Промытое мясо, говядина или баранина мелко нарезать и с репчатым луком пропустить через мясорубку. Положить перец, соль и все тщательно перемешать. Если фарш густоватый, влить холодного молока или воды и снова перемешать. На один перемяч тесто 50 граммов, мясо 30 граммов. Репчатого лука 10 граммов, соль, перец, жидкость, жира для жарения 7 граммов. Пешмак. Вот любят у нас треугольник. По базару идут, кричат треугольник, и татарки идут, кричат треугольник, треугольник там. А в Самаре или в Оренбурге на ЖД вокзале эчпечмаки написаны везде, объявления там. Сами мы так вот, почему-то хачапури никак не переводится там.
четырехугольник назвали бы? Нет, не называют. Итак, эчпочмак, треугольник, значит, якобы. Дрожжевое тесто разделать на шарики и раскатать из них лепешки. На каждую лепешку положить приготовленную начинку. Приподнять с 3 сторон края теста. Защипать узорчиками. А в середине оставить отверстие и закрыть пробками из теста. Получается треугольник. Эчпочмаки положить на масляную сковородку. Смазать вверх сырым яйцом и посадить в печь или духовку. Через полчаса нужно вынуть, открыть отверстие, налить в эчпочмак бульон, закрыть пробкой, посадить снова и выпекать до готовности. Эчпочмак печется около часа и подается на стол горячим. Приготовление начинки. Для начинки берется мякоть говядины, баранины, утки или гуся. Мясо, картофель, лук репчатый шинкуются кубиками величиной меньше лесного ореха. Все складывается в глубокую посуду, добавляется масло, соль, перец, хорошо перемешивается. На 1 эчпочмак тесто 90 граммов, мясо 60-70 граммов, картофеля 80 граммов, репчатого лука 20 граммов, масло топленого 15 граммов, соль, перец, яйцо для смазки.